Обращаясь к гостям с приветственным словом, в эфире информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Турецкие предприниматели за развитие деловых связей с Абхазией. Об этом было сказано на встрече президента Рауля Хаджимба с делегацией предпринимателей из Турции, прибывшей в Абхазию со знакомительным визитом. Репортаж Алики Трапш. Президент подчеркнул, что Абхазия и ее народ всегда были и остаются открыты и искренне доброжелательны для всех, кто приезжает к нам с хорошими намерениями. Рауль Хаджимба рассказал о трагических событиях, которые пережил наш народ. Несмотря на все потрясения, абхазский народ, одержавший победу и сохранивший себя от геноцида, провозгласил свою независимость, закрепил ее собственной конституцией и начал строить свое суверенное государство, отметил президент. Как подчеркнул глава государства, Турецкая республика находится в спектре тех стран, с которыми Абхазия стремится к экономическому сотрудничеству, и для этого есть все необходимые предпосылки. В первую очередь, это комфортные природно-климатические условия, удобное географическое положение с точки зрения логистики. Второе, это то, что между предпринимателями наших стран уже есть опыт совместной работы. Созданы действующие и партнерские связи, налаженные в течение истекших после войны 25 лет. Третье – это готовность, желание и стремление государства и представителей нашего бизнес-сообщества к взаимовыгодному сотрудничеству с теми людьми и структурами, которые проявляют к нашей стране такой интерес. В Абхазии прекрасно помнят, когда в период послевоенной блокады, объявленной странами-участниками Содружества независимых государств, вопреки политической изоляции, к нам морским путем приходили из Турции топливо, строительные материалы, продовольствие и товары первой необходимости. В обратную сторону же вывозились лесоматериалы и лом черных металлов. Тогда нам приходилось выживать, но в настоящее время, используя этот же путь и перечисленные неоспоримые преимущества, мы можем выйти на более высокий, качественно новый уровень торгово-экономических отношений. Члены делегации предпринимателей высказались за развитие деловых связей между Абхазией и Турцией, а также выразили интерес к ознакомлению с туристической сферой Абхазии. Этот день для нас будет историческим. Переговоры полезны для улучшения наших давних связей. Абхазия должна еще больше укрепить связи с Турцией. Учитывая беспошлинную торговлю и договор с Российской Федерацией, мы думаем, что наши бизнесмены смогут занять здесь позиции, которые будут полезны для них. Хотим за время нашего пребывания обсудить взаимодействие в туристической сфере и экономике, которая укрепит связи между Абхазией и Турцией. Надеемся заключить несколько договоров, позволяющих открывать совместный бизнес. Сотрудничество России и Турции может способствовать развитию новых возможностей Абхазии. Я считаю, что Абхазия, учитывая ее географическое положение, может сыграть определенную роль в укреплении связей между Турцией и Россией. Признание независимости Абхазии другими государствами в некоторой степени зависит от того, насколько будут развиваться и укрепляться экономические связи, в том числе с Турцией. Надеемся, что наша встреча принесет пользу и конкретные результаты. Как было отмечено на встрече, приезд в республику делегации турецких предпринимателей может послужить мощным толчком к развитию двусторонних связей на основе обоюдных интересов, стать началом реализации совместных проектов, реального осуществления задуманных идей и планов. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. На очередном заседании Кабинета министров Абхазии, состоявшемся 22 августа, утвержден индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год. Кроме того, члены правительства рассмотрели еще 6 вопросов в повестке дня. Обо всем подробно в репортаже Амелии Писмарк. Проект индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2018 год и первый квартал 2019 года. Основные аспекты документа на заседании осветил министр экономики Адгур Ардзинба. Производство товаров, работ и услуг на 2020 год спрогнозирован в объеме 86,8 миллиардов рублей. В том числе в сельском хозяйстве 8,9 миллиардов рублей. Внешнеторговый оборот составит, по нашим прогнозам, 26,3 миллиарда рублей. Совокупный объем прибыли по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирован в сумме 3,8 миллиарда рублей. Если взять наибольшую долю от совокупного объема, приходится на торговлю 69, то есть 61%. Промышленность занимает 11,9%.
а курорты и туризм 5,5. Вот. Соответственно, наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится тоже на торговлю 31,4%. На втором месте промышленность 36%. Ну и связь на третьем месте 16,9%. Прогнозируемый объем промышленного производства в 2020 году составит 5,9, ну практически 6 миллиардов рублей, что на 0,5% больше запланированных показателей на текущий год или почти на 1,5% больше фактических объемов 2018 года. Проект индикативного плана на 2020 год был единогласно принят участниками заседания. Члены правительства также одобрили проект протокола к соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о повышении заработной платы основным категориям работников государственных учреждений. На 2020 год предполагается финансирование Российской Федерации в объеме более 1 миллиарда рублей. Целевые показатели на 2019 год, допустим, по категории педагогические работники образовательных учреждений общего образования составляют 12 827 рублей, то на 2020 год этот целевой показатель достигнет 16 947 рублей. Также можно еще и отметить врачей, чтобы не перечислять все категории. Если у нас на 2019 год запланирована сумма средней месячной заработной платы по категории врачей в размере 18 135 рублей, то в 2020 году мы доведем это значение до суммы 23 486 рублей. Члены правительства уделили внимание и вопросу внешнеполитических задач республики. Так был утвержден план финансово-материального обеспечения деятельности государственных органов и должностных лиц с целью организации представления интересов Абхазии на площадке международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. На заседании Кабмина также было одобрено положение о военно-врачебной комиссии и установлена предельная численность работников Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизации. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В парламенте Абхазии состоялась встреча спикера Валерия Кварчи с делегацией Донецкой Народной Республики, прибывшей в страну в качестве наблюдателей на выборах президента. Как было отмечено на встрече, в последние годы между Абхазией и ДНР сложились дружеские отношения, и наблюдатели из ДНР не впервые в Абхазии. 5 лет назад они также принимали участие в качестве наблюдателей на выборах президента. Участники встречи выразили уверенность, что и на этот раз выборы пройдут в русле закона и без осложнений. Очень солидная делегация. Мы с Донецкой Народной Республикой давно имеем отношения. Еще при выборах ныне действующего президента представители Донецкой Народной Республики принимали участие в качестве наблюдателей. Вот. Сегодня очередной раз они приехали. Вместе с тем мы тоже неоднократно ездили в Донецкую Народную Республику и в качестве наблюдателей, и в качестве гостей, приглашенных для участия в торжествах, юбилейных и других торжествах этой республики. Впечатления у меня весьма достойные, потому что я лично вот сейчас был на улицах города и видел людей, которые обсуждают кандидатуры кандидатов в президенты Абхазии. Поэтому я вижу, что народ не заангажирован, народ выбирает демократическим способом по всем канонам цивилизованного мира. И я предполагаю, что эти выборы пройдут нормально по всем процедурам и по всем нормам. 2 единицы спецтехники для перевозки и прессования бытовых отходов переданы столичной администрации. Машины были закуплены в рамках решения о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерации помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году. На церемонии передачи техники присутствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, глава Сухума Адгур Харазия.
Вот уже полгода, как бытовые отходы из Сухума вывозятся на Галский мусорный полигон. Сотрудники спецавтохозяйства столичной администрации каждый день в среднем выполняют по 11 рейсов, и это очень затратно. Именно поэтому было принято решение приобрести за счет части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерации помощи Республике Абхазия, несколько единиц специализированной техники для перевозки и прессования твердых бытовых отходов. В рамках финансовой помощи Российской Федерации мы, учитывая положение, которое в Сухуме сложилось с вывозом мусора, заказали машины. Как видите, машины приехали. Конечно, полностью проблему не решат, придется использовать и другую технику, но значительно облегчат вывоз мусора с города Сухум. Прибывший с рабочим визитом заместитель министра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин поздравил сотрудников администрации с обновлением парка спецтехники. Он также отметил, что решение задач, совершенствующих работу коммунальных служб и в целом улучшающих жизнь жителей страны, являются приоритетным направлением двустороннего сотрудничества. Вот сегодня мы их передали, надеемся, завтра, послезавтра они уже встанут на линию. Почти в 2 раза больше она берет. Ездит быстрее, прессует. Здорово. Частично проблему мы решаем. Если раньше одна машина могла перевезти около 80 кубов мусора, то новые машины будут перевозить более 140 кубов твердых бытовых отходов. Тем самым гораздо облегчится работа спецавтохозяйства, так как это позволит сократить количество выездов в сутки. Это большая разница, конечно, почти в 2 раза больше. Это и количество водителей уменьшится, и количество горюче-смазочных материалов. И для города, конечно, это большая помощь. Хочу поблагодарить в первую очередь премьер-министра, который с пониманием отнесся к проблеме города. И с первого же дня, вот как мы начали возить, он занимался этим вопросом и в конце концов его добил. И вот результат его работы мы сегодня видим. Стоимость мусоровозов с задней загрузкой на шасси более 6 миллионов рублей за каждый. Новым машинам особо рады те, кому предстоит на них работать. Очень хорошая техника для работы, для нашей работы. Очень объемистая техника, большая, габаритность нормальная. Помещение там нормальное. С понедельника наверняка их выпустят на линию. В скором времени 2 таких мусоровоза будут переданы и Гагарскому району. Кроме того, правительство Абхазии планирует приобрести еще 14 автобусов для районов страны и 4 машины скорой помощи. Министр образования и науки Адгур Какуба проверил готовность общеобразовательных учреждений Ткварчала к новому учебному году. Министр посетил школы, детские сады, а также Ткварчалский гуманитарно-промышленный колледж, в котором на данный момент протекает крыша. Существуют проблемы с электричеством и сантехникой. Поэтому было принято решение временно проводить занятия в помещении Ткварчалского учебно-производственного комбината. Но для этого в кабинетах нужно провести ремонтно-восстановительные работы. Подводя итог своей поездки, Адгур Какуба подчеркнул, что ситуация во всех учреждениях разная. Есть объекты, которые недавно были сданы в эксплуатацию, они, естественно, готовы к началу нового учебного года. Но есть объекты, в частности, 2-я школа, 4-я школа, где этим зданиям более 50-60 лет, и уже на протяжении нескольких десяток лет не производились ремонтные работы. Мы видели, что 5-я абхазская школа давно тоже там не производили ремонт, но благодаря помощи нашего брата из Карачаева-Черкесии сегодня закончили ремонт, видели, насколько все уютно были подготовлены классные помещения, за что я очень благодарен ему. Сегодня для нас большая проблема – это состояние гуманитарно-промышленного колледжа Ткварчальского. Здание устаревшее, там и крыша протекает, учебные классы пришли в негодность. Я сегодня смотрел здание учебно-производственного комбината, где
абсолютно спокойно можно привести классы, которые сегодня не задействованы в учебный процесс, отремонтировать и перевести хотя бы временно этот колледж в здание УПК. Конечно, для этого нужны средства, но я надеюсь, что наше руководство, я буду обращаться с просьбой к премьер-министру, и найдут возможность для ремонта, частичного ремонта этого здания. Абхазия примет участие в праздновании Дня города в Москве 7 сентября 2019 года. В многонациональном концерте, который пройдет на ВДНХ, примут участие национальные коллективы или сольные исполнители дружественных республик. Россия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Армения, Беларусь и Азербайджан представят зрителям своих лучших исполнителей и национальные творческие коллективы. Как рассказал исполнительный директор МКДС Республики Абхазия Олег Лакоба, в абхазской части программы прозвучит стихотворение «Родина» поэта Сандро Сангулия. Народная артистка Абхазии Расихи Благерзма исполнит песню «Абхазия моя». На сцену также выйдут юные танцоры московского ансамбля абхазского танца «Амцебыз» под руководством Лаши Марухба. Согласно жеребьевке Центра избиркома, сегодня для показа телефильма эфирное время предоставлено кандидату в президенты Астамуру Тарба. Затем вы можете посмотреть видеозапись пресс-конференции кандидата в президенты Астамура Какалия, которая прошла сегодня в прямом эфире в пресс-центре абхазского телевидения. Кроме того, в нашей сегодняшней программе предлагаем вашему вниманию расширенный репортаж с пресс-конференции генерального директора ГРУП «Черноморэнерго» Аслана Басария, который он провел в среду 21 августа. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эрик, слышишь? Вот это фото «День города», после же будет плазма выбора, вы на ночь убираете, а там будет склейка. Да? Хрен с ним. Он уходит, что ли?